Всем доброго утра, хорошего настроения. С вами Вероника Тамтосова. И начинаем эту замечательную рабочую неделю. И, конечно, ее начинаем с понедельника и с отличных новостей. Итак, что же произошло за эти выходные? Юные звезды покорили Москву на фестивале Beauty Russia 2026. 3 по 5 июля 2026 года в российской столице проходил масштабный фестиваль красоты, моды и таланта. «Красивая Россия-2026». Якутию на этом престижном мероприятии достойно представила делегация из города Нерюнгри. Наши земляки не просто приняли участие, а вернулись домой с заслуженными наградами, подтвердив, что южный уголок республики богат настоящими самородками. Масштабный фестиваль, объединивший красоту и моду, и талант был посвящен 104-летию со дня рождения легендарного модельера Пьера Кардена. Он был почетным председателем жюри фестиваля. Также мероприятие посвятили другому известному мастеру Вячеславу Зайцеву. Поздравляем наших земляков, очень заслуженная победа. В эти дни поселок Айхал Мирнинского района Якутии отмечает сразу две знаменательные даты: 65-летие со дня основания и 40-летие Айхальского горно-обогатительного комбината компании «Алроса». Глава Якутии Айсан Николаев в ходе рабочей поездки в Мирнинском районе принял участие в торжественном возложении цветов к памятнику основателю поселка Георгию Кадзову и поздравил жителей с двойным юбилеем. Ну и переходим к другим не менее интересным новостям. Международный день шахмат. Да-да, в Москве проходит грандиозный шахматный фестиваль. Более 2000 участников, сеансы одновременной игры с гроссмейстерами и выступления артистов. А в сквере у стадиона для гостей подготовили мастер-классы и интерактивные зоны. Поэтому, если будете в столице, не пропустите. Джазовый парад в Петербурге. В северной столице стартует международный джазовый фестиваль. Более 600 музыкантов и 170 концертов. Открывает его сегодня грандиозный джазовый парад в летнем саду, который возглавит сам Игорь Бутман. Ну и рекордная башня из чак-чака для всех сладкоежек. В Казани 70 специалистов под руководством кондитера Рената Акзамова построят 10-метровую башню из чак-чака и установят рекорд России. Все желающие смогут попробовать это вкуснейшее угощение. Вот такие новости были. Надеюсь, они подняли вам настроение и помогли проснуться. Ну а прямо сейчас спешу рассказать о том, что же у нас за окном. В центральных районах сегодня 17-23 выше 0, в заречной группе 17-23 со знаком плюс, в южных плюс 13, плюс 26, в Вилюйской группе 14-22 градуса тепла, в Нижнеленских плюс 10, плюс 20, в западных 13-25 выше 0, в Колымо-Индигирской группе Улусов 16-27 градусов тепла, в Янских 13-25 со знаком плюс, на северо-западе 5-24 градуса тепла, в Якутске в 6 часов утра температура составила 19 градусов тепла, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Сегодня штиль, днем кратковременный дождь, возможно гроза, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, но при грозе порывы 9-14 метров в секунду. Температура днем очень даже летняя, 23-25 выше 0. Ну, по-моему, замечательная погода. И дожди, знаете, такие, они вроде бы, да, мокнешь, вроде и проливной, но такие красивые, как на наших кадрах. Поэтому не упустите возможность, если есть, погулять под таким зонтиком красивым, под таким летним дождем и насытиться нашим таким коротким летом. Ну, а прямо сейчас переходим к последним новостям. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В России выявлена новая схема мошенничества, нацеленная на студентов. Злоумышленники похищают доступ к госуслугам, представляясь сотрудниками деканатов под предлогом подписания электронных ведомостей посещаемости или документов по итогам сессии. Аферисты просят учащихся продиктовать код из СМС, который в реальности предназначен для входа в личный кабинет или смены пароля. Депутаты подчеркнули, что сотрудники вузов никогда не запрашивают секретные коды по телефону и призвал студентов при любых сомнениях самостоятельно связываться с учебной частью по официальным контактам. В Общественной палате России предложили ввести обязательную устную проверку домашних заданий в школах для борьбы с использованием искусственного интеллекта. Замсекретаря ОП Владислав Гриб считает, что учащиеся должны не просто сдавать письменные работы, а лично объяснять процесс их выполнения. По его мнению, такая верификация знаний предотвратит самообман и не позволит школьникам получать незаслуженные оценки за задания, выполненные нейросетями. Для реализации инициативы предлагается выделять больше времени на уроках для детального устного разбора выполненной дома работы.
Валентина и Василий Атласовы отметили золотой юбилей семейной жизни, 50 лет совместного пути. В честь знаменательной даты в этнокомплексе «Усадьба Атласовых» состоялась праздничная программа, которая началась с обряда благословения. В рамках праздника были открыты скульптура Уэлях-Юге, символизирующая преемственность культурного кода Якутии, а комплекс «Айдам-Уорок» с мини-кинотеатром, где состоялся показ короткометражного фильма о 50-летней истории любви супругов. Гости также познакомились с экспозицией интерактивного музея, посвященного культуре народа Саха и семье Атласовых. С Валентиной Декретьевной мы уже 50 лет уже вместе прожили. Это, кажется, очень малый срок, а так большой срок. 50 лет можно жить вместе, воспитать детей хороших. И вот дожили до этого здравия. Вот сейчас комплекс сделали, хороший музей. В Якутске проходит третий городской чемпионат по футболу в формате 8 на 8, объединивший 16 сильнейших команд региона. В рамках пятого тура на стадионе Туймада состоялись очередные матчи группового этапа. Полярник в упорной борьбе обыграл Ирбис-99 со счетом 3-2, а Динамо разгромила Винстрой со счетом 7-1. Турнир продолжится 25 июля на стадионе Юность, а лучшие коллективы по итогам текущей стадии сразятся за медали в плей-офф, который завершится в конце августа. Ну, сейчас играют во всем мире и 8 на 8, и 7 на 7, и 6 на 6. Так что все нормально, мы не отстаем, пытаемся и показывать уровень хороший футбола. И видите сами, наверное, команд много участвует и в большом футболе, и 8 на 8. И ветераны с сегодняшнего дня начали играть. Ну, так пока играются и стараются. Лидеры, в принципе, выигрывают свои игры. Ну, посмотрим дальше, что будет. Самое интересное начнется в стадии плей-офф. В ГОС «Традиционная русская кухня» включат специализированный словарь, призванный заменить иностранные гастрономические термины исконно русскими аналогами. Автор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова пояснила, что целью инициативы является возвращение в активный обиход аутентичных названий. Например, яйца пашот предлагается называть выпускными, а популярный скрэмбл – болтуньей. Помимо лингвистических правок, эксперт выступает за придание русской кухне официального статуса нематериального культурного наследия и усиления поддержки предпринимателей. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Спасибо нашим коллегам. Продолжаем делиться не менее интересными новостями. Из Якутии в Кубань. На берегах Кубани завершил работу второй всероссийский форум-фестиваль «Быть казаком», собравший в этом году более 160 тысяч зрителей у экранов трансляции и ставший местом встречи представителей казачества из разных уголков страны и мира. Однако самый символичный след здесь оставила делегация из Якутии, прибывшая с важной миссией подготовкой к грандиозному 400-летию города Вилюйска, которое будет отмечаться в 2034 году. Вилюйчане на форуме «Быть казаком» заложили мост дружбы к 400-летию города. На берегах гостеприимной Кубани завершил работу второй всероссийский форум-фестиваль «Быть казаком», собравший в этом году более 160 тысяч зрителей у экранов трансляции и ставший местом встречи представителей казачества из разных уголков страны. Однако самый символичный след здесь оставила делегация из Якутии, прибывшая с важной миссией – подготовкой к 400-летию города Вилюйска, которая будет отмечаться в 2034 году. Вилюйская делегация в составе 9 человек участвует в фестивале форуме «Быть казаком» с целью возрождения казачества в Вилюйском улусе, городе Вилюйске. В рамках подготовки к 400-летию нашего любимого города Вилюйск перенять опыт истинных кубанских казаков, узнать, что такое настоящее казачество, что такое быть казаком. Вилюйчане приехали не просто как гости. Они стали активными участниками деловой программы. На площадке Центра культуры и мысли «Как формировать сообщество единомышленников в казачьей среде» выступил Сергей Васильевич Иванов. Его доклад стал настоящим открытием для кубанцев. Он рассказал о глубинных корнях, связывающих Якутию и казачество. Аудитория узнала, что в основе истории Вилюйска лежит подвиг енисейских казаков. Сергей Иванов напомнил собравшимся о славных
потомках тех казаков, чьи имена носят школы и улицы города Вилюйска. Речь шла об Иване Лаврентьевиче Кондакове, выдающемся химике органики, уроженце Вилюйска, работы которого легли в основу производства синтетического каучука, и о Марке Николаевиче Жаркове, первом профессиональном якутском композиторе, создателе национальной оперы. Особый интерес слушателей вызвал рассказ о новой визитной карточке Вилюйска – набережной «Поющие пески». Сергей Васильевич, выступивший автором легенды для этого конкурсного проекта, поведал удивительную историю. По преданию, предки выбрали это место для основания города, услышав необычное пение песка, что и дало поэтичное название современной набережной. И мы хотели бы, чтобы такие мероприятия продолжались. И в следующий раз мы бы приехали уже подготовлены со своими этими экспонатами, со своей культурой, бытом в таком плане. Кульминацией участия вилюйской делегации стало подписание важного документа. Исполнительный директор Фонда социального, культурного и инфраструктурного развития «Любимый город Вилюйск» Муза Александровна и директор автономной некоммерческой организации Центр кубанской казачьей культуры «Казачья воля» Павел Павлович Вагнер скрепили подписями соглашение о сотрудничестве. Эта знаковая поездка стала возможной благодаря фонду Олега Дерипаски «Вольное дело». Именно он выступил организатором Всероссийского форума фестиваля «Быть казаком». Поддержка фонда, которая уже много лет направлена на сохранение и популяризацию традиционной казачьей культуры, позволила делегации из Якутии стать частью масштабного события, объединившего более 10 тысяч участников со всей страны. Этот шаг закрепляет намерение сторон совместно реализовывать программы в области культуры, науки и образования. Главная цель – сохранение исторического наследия казачества, укрепление его потенциала и консолидации ценностей российского общества. Для Вилюйска, готовящегося к грандиозному юбилею, это соглашение не просто формальность, а мощный ресурс для обмена опытом и привлечения экспертного сообщества к сохранению уникальной истории, где неразрывно переплелись судьбы народов Якутии и казаков-первопроходцев. Форум в Усть-Лабинске наглядно показал, казачество – это не просто прошлое, это живой организм, объединяющий людей от Кубани до Вилюя, готовых строить будущее на прочном фундаменте традиций и братства. Друзья, мы с вами зарядились хорошими новостями, а теперь самое время зарядиться бодростью. Согласитесь, утро задает тон всему дню. И наша постоянная рубрика для тех, кто хочет быть в тонусе, даже если нет времени на тренажерный зал. Оказывается, обычные бутылки с водой могут стать отличным спортинвентарем. Как правильно и с удовольствием провести утреннюю зарядку прямо у себя дома. Смотрите прямо сейчас. Доброе утро, Якутск! С вами я, тренер Мария Варламова. И с вами у нас сегодня упражнение с акцентом на руки. Берем бутылочки, либо у кого есть гантельки, берем гантельки. Ноги на ширине плеч, коленки чуть-чуть согнуты. И у нас подъем на бицепс. На выдохе поднимаем, на вдохе опускаем. Вдох через нос, выдох через рот. Локти стараемся полностью не выпрямлять. По 10 раз, по 2 подхода. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Во время отдыха бежим. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее у нас второе упражнение. Жим на трицепс, то есть на заднюю часть руки. Ноги на ширине плеч, коленки согнули. Поясницу держим, спина прямая. Локти стараемся полностью не выпрямлять. Внизу вдох и наверху выдох. То же самое по 10 раз, 2 подхода. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Побежали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
и 10. Молодцы. Следующий у нас жим на плечи, ноги на ширине плеч, коленки согнуты, локти в стороны. Наверху полностью не выпрямляем локти, касаемся бутылочками. Вдох и выдох. Начали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Побежали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. После каждой тренировки обязательно делаем растяжку. Тянем за пальцы рук, растягиваем бицепс. Раз, два, три, 4, 5. Поменяли руку. Раз, два, три, 4, 5. Руки за голову тянем на трицепс. Раз, два, три, 4, 5. Поменяли. Раз, два, три, 4, 5. Руку взяли к себе и растягиваем плечи без рывков. Раз, два, три, 4, 5. Поменяли. Раз, два, три, 4, 5. Сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. С вами была я, тренер Мария Варламова. Всем хорошего дня и пока-пока. Спасибо большое, Мария. Ну и всем еще раз, конечно, доброго утра. Сегодня, напоминаю, 20 июля, день, который уже вошел в историю человечества. И мы начинаем наш эфир, продолжаем, точнее, с отличного настроения. Знаете ли вы, что именно 56 лет назад человек впервые ступил на Луну? И сегодня весь мир отмечает Международный день Луны. А еще Международный день шахмат, день рождения Петрарки и день, когда родилась легенда Брюс Ли. Эта дата богата на событиями. Какими именно, узнаем в нашей постоянной рубрике. В календаре 20 июля. Сегодня Международный день шахмат, Международный день Луны, а также День торта. По народному календарю Авдотья Синегнойка. На Руси Синегнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. Крестьяне знали, взгребешь сено в кучи, так и не страшны и тучи. Этот день в истории. 1917 зарегистрирована торговая марка BMW. 1924 основана Международная шахматная федерация. 1969 американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в историю посадку на Луну. В этот день родились Грегор Мендель, австрийский биолог, основоположник генетики. Георгий Лангемак, советский ученый, один из основных создателей реактивного миномета «Катюша». Илья Мазурук, советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. Марина Попович, советский военный летчик-испытатель, полковник, инженер, профессор, уфолог. Давид Тухманов, советский российский композитор, пианист, народный артист России. Людмила Чурсина, советская российская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. В этот день родился также Борис Корчевников, российский телеведущий, журналист, актер, общественный деятель. Именины сегодня у Герасима, Германа, Евдокии, Лукьяна, Павла и Сергея. Друзья, вы, наверное, заметили, что сегодняшний день у нас необычайно сладкий. И не только потому, что мы желаем вам хорошего настроения. Как мы уже говорили, 20 июля во всем мире отмечают Международный день торта. Самый вкусный праздник, который объединяет кондитеров и, конечно, сладкоежек на всех континентах. Мы уже говорили сегодня о рекордной башне из Чак-Чака в Казани. Но настоящие шедевры рождаются не только в больших масштабах. Как из простых продуктов, муки, яиц и масла и крема, создать произведение искусства, которое запомнит
запомнится надолго. Наш корреспондент отправился на кухню к настоящим волшебникам, чтобы все это выяснить. А еще задать вопрос горожанам, где они приобретают сладкий десерт. Раз-два и безликие коржи превращаются в нарядный торт. Кондитер Кюнней Гоголева печет их более 10 лет. За это время она и ее команда изготовили тонны сладкого десерта. Ведь якутяне, как, впрочем, и везде, любят сладкое. У нас очень такие сладкоежки все равно заказывают и 2 килограмма, и 3 килограмма. Вот такие 1 килограмм тоже часто берут. В целом очень любят. На полках магазинов сегодня десертов на любой выбор и кошелек. Мы решили узнать у самих якутян, что они предпочитают. Здравствуйте, вы обычно торты в магазине покупаете или у кондитера? По-разному, и там, и там. А где вам больше нравится? У кондитера или У кондитеров. По-домашнему, и цена бывает, наоборот, выше, но вкуснее просто. У кондитера. Почему? Ну, потому что по своему собственному заказу. Ну, в основном сам делаю. В магазине обычно. Нет, кексики. Только кексики? Да. А заказываете или покупаете? Покупаю. Или в магазине? В ЕКХ магазин. А почему там? Ну, потому что это ближе всего к моему дому. Сами печем. Ага, спасибо. Жена заказывает обычно. Я просто деньги отправляю, все. Или у кондитера заказываете? У кондитера? А почему? Ну, не знаю, так вкуснее. Но чем отличаются магазинные торты от тех, которые пекутся в кондитерских студиях? Растительные сливки, где, допустим, магазинные торты, да, они сразу чувствуются, потому что растительные, они стоят 3-4 раза дешевле, и им не нужен сыр. Просто взбил и все, и он может стоять почти неделю, допустим. Но мы принципиально, конечно, используем все натуральное. Самое главное вот качество, ну и красота. Главный совет кондитера – состав чем короче, тем лучше. Пищевой химии как можно меньше. Внешний вид без трещин, подтеков и просевших боков. И обращайте внимание на дату производства. Торты с натуральным составом хранятся не более 3 суток. И еще выбирать по отзывам, а не по фото. Надо посмотреть предыдущие работы и понимать, что это реально его работы, потому что, оказывается, некоторые могут чужие фотографии ставить на свой профиль, допустим, и потом сделать ожидание реальность. Да? Особенно начинающим очень сложно повторить в точь-в-точь, поэтому лучше, конечно, если вы очень придирчивы к визуалу, заказывать у опытных. В мире сладостей тоже господствует мода. Она изменчива и циклична. Сегодня популярны бабушкины или, как их часто называют, советские торты. Но есть и новые тенденции. Если кого-то надо просто обрадовать, не обязательно там на 10 человек большой торт, да? Вот такие сейчас очень популярны. Ну а самый главный кондитерский хит – корпусные десерты. Они создаются в специальных силиконовых формах. Внутри муссовая или фруктовая начинка, а снаружи шоколад. Конечно, кто-то скажет, что сладости – это пустые углеводы и лишние калории. Но согласитесь, в день торта не грех побаловать себя кусочком сладкого. Главное не забывать о чувстве меры, тогда и настроение будет отличное. Туяра Филиппова, Аэлита Махно, Якутск. Ну, всем желаем хорошего праздника и продолжаем наш эфир. Хочется сегодня поговорить, что иногда новое дело начинается не с большого плана, а с желания изменить свою жизнь. Когда ты мама, времени на себя почти не остается, а открыть свое дело кажется чем-то слишком сложным. Но порой именно личный опыт становится началом большого пути. Сегодня поговорим о том, как превратить любимое дело в профессию, где найти поддержку на старте и почему никогда не поздно начать сначала. У нас в гостях начальник отдела поддержки центра «Мой бизнес» Анна Филиппова и участница проекта «Мама-предприниматель» Евдокия Жиркова. Тренер йоги и пилатес, автор собственной системы онлайн-занятий и мама 3 детей. Доброе утро. Доброе утро. Ну, замечательный проект. Очень интересно узнать ваш опыт. Ну и, конечно, начнем о том, кого сегодня поддерживает программа «Мама-предприниматель». Ну, как вы уже сказали, да, что само название говорит о том, что проект поддерживает мам. Это могут быть мамы в декрете, это может быть просто мама, которая имеет несовершеннолетнего ребенка или детей до 18 лет. То есть без указания какого-то количества. То есть вот есть ребенок, значит, я вот могу. Физическое лицо, то есть еще не зарегистрировавшееся как индивидуальный предприниматель или уже начавшая работать в статусе предпринимателя,
но не более 3 лет. Вот такие очень простые требования, условия для того, чтобы стать участницей. Саму заявку участница может подать на федеральный портал, это мамапредприниматель.рф, так как проект федеральный, и все заявки, конечно же, отправляются туда. А мы уже получаем данные наших участниц и начинаем уже с ними работать, приглашать на обучение. Ну, получается, достаточно широкий круг возможностей, то есть те, кто начинающие, кто только планирует, да, а с какими проектами чаще всего приходят? Ну вот, например, рядом со мной участница проекта – это йога, тренер по йоге. Кроме этого, бывают совершенно разные проекты. У наших мам интересы очень широкие. И надо сказать, что это может быть и рукоделие, и даже строительная компания. Это может быть пространство для развития детей, это может быть автоняня, это может быть кондитерская, пекарня, секция по плаванию. То есть это вот совершенно разносторонние интересы, и проект хорош тем, что совершенно не ограничивает участниц в каких-либо направлениях, а только позволяет им дать побольше знаний. Ну, здорово. Вот, Евдокия, скажите, как вы начали участие в этом проекте и вообще как пришла идея, что я вот хочу в нем поучаствовать? Я вообще по профессии была аналитиком 18 лет в сфере ЖКХ и энергетики, то есть умею систематизировать, анализировать, и в 2019 году просто обучилась из-за интереса на тренера йоги, взяла годовое обучение, и примерно в 2023 году, когда мужа уже не стало, я начала задумываться и рассматривать себя как трудовой ресурс, начала подумать о том, чтобы использовать свои знания, которые у меня уже есть, свой диплом. Вот, и начала думать, как я могу помочь женщинам. Кстати, я работала не только в исполнительных дирекциях в Сахэнерго, ГУП ЖКХ, но и на северах, то есть в Анабаре, Среднеколымске, и сама столкнулась с тем, что не хватает вот именно занятий для женского здоровья, для поддержания. И это вот была моя идея. Хорошо, с идеей понятно. Вот и в какой момент вы решили, что это будет дело вашей жизни? То есть я так понимаю, что сейчас это основной вид деятельности. Сейчас это основной вид деятельности, но где-то 3 года, по-моему, я параллельно это, то есть я работала на основной работе и подрабатывала таким образом. И в 2025 году, возможно, видит мой коллега Ваня, как-то мы сидели, я думала, боялась, в общем, и он мне сказал, если ты сейчас не попробуешь, ты никогда не узнаешь, смогла бы или нет. И, наверное, для меня был вот толчок. И потом, когда вот программа появилась такая классная, я в ней поучаствовала, много тоже для себя подчеркнула. Ну, я так понимаю, что вы вышли уже за пределы республики, и теперь у вас масштабировано еще и онлайн. Вот как это происходит, и как вам удалось расширить сеть? Я сначала начала работать на гид-курсе, и вот честно, да, первые 2-3 года это было 1-2 человека, которые находятся у нас в республике. Я вообще изначально, опять же, делала для женщин, кто вот на северах находится. Но так сложилась моя жизнь, что как-то масштабирование прошло через социальные сети, и сейчас со мной занимаются женщины из Казахстана, из Бурятии, и не только из Якутии, но и из Центральной России. Правда, мало, но я считаю, что... Не, ну это уже да, достижение, это уже что достижение. подключаются и занимаются. Вот насколько эта история показательна, и как вообще происходит проект, то есть защита проекта? Но на самом деле это показательно. Именно вот такой путь многие мамы проделывают для того, чтобы стать предпринимателем. Конечно же, программа позволяет минимизировать те риски, с которыми сталкивается любой начинающий предприниматель. Имея на руках собственно разработанный бизнес-план, это уже, как говорится, то, что принесет успех. Но в процессе обучения это не только разработка бизнес-плана. В течение 5 дней участницы встречаются и обмениваются опытом с успешными предпринимательницами нашего города, посещают предприятия, смотрят бизнес-процессы. Далее они просто начинают общаться с теми предпринимателями, которые рассказывают им либо свой путь, либо те моменты, которые нужно учитывать. Вот откуда можно узнать, как формировать базу данных, как не из первых уст самой предпринимательницы, которая пользуется этой системой. И она полностью рассказывает, показывает. И вот эта вот синергия
погружение в течение 5 дней позволяет, конечно же, участницам получить полноценное бизнес-образование на совершенно бесплатной основе, как меру государственной поддержки со стороны Центра «Мой бизнес». И надо сказать, что это федеральная программа, которая реализуется в этом году в более чем 70 регионах. И победительница имеет шанс представить нашу республику уже на федеральном уровне Ничего себе. осенью. Да. Ну, какой бы вы совет дали с тем, кто сейчас вот услышал и задумался о том, чтобы поучаствовать? Самый главный совет — это о том, что вот любая женщина, мама, мы очень часто себя как-то ограничиваем в пределах того, что мы мама, там, коллега чья-то, что-то умеем, какие-то навыки. Но есть такие дары, которые, возможно, получают нас лучше всех. Готовишь лучше всех, вяжешь классно. И, возможно, это кому-то необходимо прямо сейчас. Взглянуть на себя с другой стороны. Спасибо большое, было очень приятно вас видеть. Вы заряжаете такой позитивной энергией. Надеюсь, что станете огромным примером для того, чтобы поучаствовать. Ну, друзья, сегодня 20 июля, день, который мы начали с улыбок, праздников и рекордов. Но есть в нашем эфире и особая рубрика, которая про самое главное, про дом и любовь. Каждый ребенок мечтает о том, чтобы его кто-то ждал, чтобы утром разбудили добрым словом, вечером спросили, как прошел день, а на ночь рассказали сказку. Сегодня мы хотим познакомить вас с замечательным мальчиком, чье сердце открыто для этой мечты. Его зовут Тимур. Он, как и любой другой ребенок, хочет чувствовать себя нужным, хочет найти тех самых своих маму и папу, которые подарят ему заботу, понимание и настоящее семейное тепло. Поверьте, ваше участие может изменить целую жизнь. У меня по истории 5. Я историю люблю и географию. Я хочу стать юристом. Кем? Юристом. Юристом? Почему юристом? Не знаю, защищать граждан. Шахматы и шашки – его стихия. Он играет часто и, признаться, почти всегда побеждает. Но за доской скрывается куда более глубокая личность. Тимур – настоящий эрудит. Он знает, как устроен мир, и мечтает увидеть его своими глазами. Хочешь объявить, какие страны ты хочешь посетить? Европу, Германию, там, Францию. А почему именно Европу? Красиво там. Из России я хочу в Москву, в Санкт-Петербург. В Сочи хочу поехать. Он такой у нас шахматист, шашист. Он разбирается в политике. Он за Россию вот в наши такие трудные времена. Он рос с дедушкой, и поэтому он немножко такой, как дедушка, можно сказать, любит на политику поворчать немножко, с кем-то соглашается, у него свое мнение, отстаивает свое мнение. Ну, я бы хотела, чтобы он попал в очень спокойную семью, которая помогла бы ему адаптироваться по жизни. Может быть, научила, чуть-чуть его изменила. Воспитатели называют Тимура интеллектуальным центром группы. Он интеллектуально развитый у нас. Поддержать любой разговор – это его конек. Какие-то факты интересные может рассказать про народы, и он очень интересуется. Вот почему, например, вы родились в Якутии, вы русская, и разговариваете на русском языке, и при этом еще знаете английский язык. Ну вот так. Он очень любознательный. Например, даже вот если у него есть по предметам какие-то пробелы, если ему сказать, он в этот же день получает оценки. Легко. Для него, мне кажется, самое главное в семье, чтобы его любили. Вот этого ему не хватает. И этим он замещает вот это сейчас. Он требует к себе очень много внимания. Ему этого не хватает. Тимур очень любит своего дедушку, который по возрасту, к сожалению, не может его опекать. И в каждом новом дне он ищет того, кто сможет стать для него родным человеком. Того, кто подарит не просто кров, а внимание и любовь, в которых он так нуждается. Тимур – мальчик с большим сердцем и острым умом. Возможно, именно сегодня его главный ход в жизни будет сделан навстречу вам. Пусть его мечта сбудется. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В
В России выявлена новая схема мошенничества, нацеленная на студентов. Злоумышленники похищают доступ к госуслугам, представляясь сотрудниками деканатов под предлогом подписания электронных ведомостей, посещаемости или документов по итогам сессии. Аферисты просят учащихся продиктовать код из СМС, который в реальности предназначен для входа в личный кабинет или смены пароля. Депутаты подчеркнули, что сотрудники вузов никогда не запрашивают секретные коды по телефону и призвал студентов при любых сомнениях самостоятельно связываться с учебной частью по официальным контактам. В Общественной палате России предложили ввести обязательную устную проверку домашних заданий в школах для борьбы с использованием искусственного интеллекта. Замсекретаря ОП Владислав Гриб считает, что учащиеся должны не просто сдавать письменные работы, а лично объяснять процесс их выполнения. По его мнению, такая верификация знаний предотвратит самообман и не позволит школьникам получать незаслуженные оценки за задания, выполненные нейросетями. Для реализации инициативы предлагается выделять больше времени на уроках для детального устного разбора выполненной дома работы. Валентина и Василий Атласовы отметили золотой юбилей семейной жизни – 50 лет совместного пути. В честь знаменательной даты в этнокомплексе «Усадьба Атласовых» состоялась праздничная программа, которая началась с обряда благословения. В рамках праздника были открыты скульптура Уэлэх-Үге, символизирующая преемственность культурного кода Якутии. А комплекс «Айдам-Уорок» с мини-кинотеатром, где состоялся показ короткометражного фильма о 50-летней истории любви супругов. Гости также познакомились с экспозицией интерактивного музея, посвященного культуре народа Саха и семье Атласовых. С Валентиной Декретьевной мы уже 50 лет уже вместе прожили. Это, кажется, очень малый срок, а так большой срок. 50 лет можно жить вместе, воспитать детей хороших. И вот дожили до этого здравия. Вот сейчас комплекс сделали, хороший музей. В Якутске проходит третий городской чемпионат по футболу в формате 8 на 8, объединивший 16 сильнейших команд региона. В рамках пятого тура на стадионе Туймада состоялись очередные матчи группового этапа. Полярник в упорной борьбе обыграл Ирбис-99 со счетом 3-2, а Динамо разгромила Винстрой со счетом 7-1. Турнир продолжится 25 июля на стадионе Юность, а лучшие коллективы по итогам текущей стадии сразятся за медали в плей-офф, который завершится в конце августа. Ну, сейчас играют во всем мире и 8 на 8, и 7 на 7, и 6 на 6. Так что все нормально, мы не отстаем, пытаемся и показывать уровень хороший футбола. И видите сами, наверное, команд много участвует и в большом футболе, и 8 на 8, и ветераны с сегодняшнего дня начали играть. Ну, так пока играют, все стараются. Лидеры, в принципе, выигрывают свои игры. Ну, посмотрим дальше, что будет. Самое интересное начнется в стадии плей-офф. В ГОС «Традиционная русская кухня» включат специализированный словарь, призванный заменить иностранные гастрономические термины исконно русскими аналогами. Автор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова пояснила, что целью инициативы является возвращение в активный обиход аутентичных названий. Например, яйца пашот предлагается называть выпускными, а популярный скрэмбл – болтуньей. Помимо лингвистических правок, эксперт выступает за придание русской кухне официального статуса нематериального культурного наследия и усиление поддержки предпринимателей. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Друзья, мы сегодня узнали последние новости, поговорили о праздниках, рекордах, сладких шедеврах и даже о самом важном – о доме и семейном тепле. Но раз уж мы заглянули в историю 20 июля, давайте теперь поподробнее заглянем в будущее, хотя бы на ближайшие 7 дней. Говорят, звезды не управляют нашей жизнью, но они могут стать отличным советчиком и даже немножко волшебством в череде будни. Какие сюрпризы приготовили для каждого из нас звезды, как на этой неделе прольется удача, а кому стоит быть чуть осторожнее в делах и чувствах, узнаем прямо сейчас в нашем гороскопе.
Овны, сейчас вы можете перевернуть страницу и открыть новую главу, полную ярких событий. Юпитер усиливает вашу сферу страсти, даря удачу в сердечных делах и творчестве. Доверяйте интуиции, она подскажет верные решения в давних проектах. Однако будьте внимательны в быту и на дороге, чтобы избежать случайных травм. Тельцы. Ваша главная задача – дом, семья, эмоциональная стабильность. Сосредоточьтесь на создании уюта и гармонии в близком кругу. На работе вас заметят, если проявите усердие в начале недели. Избегайте сомнительных кредитов и авантюр, отдавайте предпочтение доверительным партнерам. Близнецы. Ощутите ветер перемен. Золотые идеи переполняют ваш разум. Общение и обмен опытом откроют новые горизонты и полезные связи. Творческий подъем поможет реализовать давние замыслы. Будьте открыты к предложениям, они приведут к неожиданным выгодам. Раки. Ваша интуиция и эмоциональная глубина сейчас на пике. Это идеальное время для укрепления отношений и доверия к себе. Слушайте внутренний голос, он приведет к гармонии в сложных вопросах. Позвольте себе уединение, чтобы услышать действительно важные подсказки. Львы. С 22 июля вы вступаете в свой сезон. Энергия и харизма зашкаливают. Смело проявляйте лидерство на работе, ваши идеи найдут поддержку. В личной жизни возможен яркий романтический поворот. Делитесь теплом с окружающими, и удача придет к вам. Девы. Организованность и внимание к деталям помогут завершить давние дела. Удачное время для систематизации бюджета и планирования. Не распыляйтесь на мелочи, сосредоточьтесь на главной цели. А к выходным возьмите паузу для восстановления сил. Весы. Гармония в отношениях станет вашим главным ресурсом. Креативный подход к рутинным задачам принесет неожиданные результаты, а дипломатичность поможет разрешить любые споры. Наслаждайтесь моментами радости и не забывайте о балансе между работой и домом. Скорпионы. Сила интуиции и внутренний потенциал помогут справиться с самыми сложными задачами. Отпустите старые обиды, они только тормозят ваше развитие. Возможно, интересное предложение от партнеров, не упустите его. Будьте открыты трансформациям, они приведут к росту. Стрельцы. Энергия приключений и новых идей вдохновляет на смелые шаги. Поездки и общение с новыми людьми принесут радость и полезные контакты. Следуйте за тем, что зажигает вашу душу, и удача не заставит ждать. В конце недели возможна финансовая неожиданность. Козероги. Дисциплина и внутренний баланс помогут совмещать карьеру и личную жизнь. Пересмотрите свои приоритеты. Это принесет глубокое удовлетворение. Не берите на себя лишних обязательств, учитесь делегировать. Воскресенье идеально для постановки новых амбициозных целей. Водолеи. Свобода самовыражения и нестандартные идеи открывают перед вами двери. Честный разговор с близким человеком разрешит затянувшийся конфликт. Помощь от старшего друга или наставника окажется очень ценной. Будьте собой, и удача повернется к вам лицом. Рыбы. Творческая энергия и интуиция находятся на подъеме. Медитации и уединение помогут обрести ясность в запутанных вопросах. Вас ждет приятная встреча с единомышленниками в субботу. Завершите неделю легким отдыхом на природе, чтобы набраться сил. Ну а прямо сейчас от предсказаний и прогнозов к фактам. На дворе лето, и многие планируют выкроить время для отпуска. В нашей постоянной рубрике расскажем о том, на какой отпуск, какой продолжительности вы имеете право и какие изменения произошли в законодательстве в этом году. Не так давно вступили в силу очередные поправки в Трудовой кодекс, изменившие порядок предоставления отпусков отдельным категориям персонала. С 9 января 2026 года сотрудники отдельных ведомств, если они имеют статус ветерана боевых действий, получат право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней. Дополнительный отпуск могут взять сотрудники Следственного комитета, прокуроры, научные и педагогические работники, сотрудники органов внутренних дел, работники Федеральной противопожарной службы и сотрудники уголовно-исполнительской системы, а также представители органов принудительного исполнения. Если такие сотрудники имеют также право на неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней, как ветераны боевых действий, то они смогут выбрать один из видов отдыха на свое усмотрение. Изменений, касающих других категорий работников или порядка предоставления ежегодного отпуска, в 2026 году не вводили, поэтому действуют прежние правила. Напомним, главные и ключевые из них. Это ежегодный основной оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней,
перенести отпуск можно только по согласию сторон, и его нужно использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года. Разделить отпуск можно на части, но хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней. График отпусков обязательно для обеих сторон, его утверждают не позднее 17 декабря. График отпусков на весь календарный год составляется и утверждается заранее, в декабре предшествующего года. Однако обстоятельства могут со временем меняться, и сотрудники нередко обращаются в отдел кадров с просьбой о переносе времени отдыха на другие даты. Закон не обязывает работодателя удовлетворять такие запросы. Исключение из общего правила – это льготники, имеющие законное право отдыхать вне утвержденного графика. Сотруднику, который не принадлежит ни к одной из льготных категорий, в переносе дней отдыха можно отказать. Знайте свои права. Ну а прямо сейчас мы поговорим о научных открытиях. Научные открытия начинаются с простого вопроса. А что если попробовать? Сегодня школьники не только хорошо учатся, но и создают собственные проекты, выступают на международных конференциях и получают опыт, который пригодится им в будущем. Поговорим о том, как рождается интерес к науке, легко ли защищать свои идеи перед экспертами и чему учат участие в больших научных мероприятиях. У нас в гостях выпускница 10 класса специализированного учебно-научного центра Университетского лицея Северо-Восточного федерального университета имени Амосова Диана Васильева и Диана Кирова, прошу прощения. Доброе утро. Доброе утро. Нам повезло, можно загадывать желания. Всей студии у нас 2 Дианы. Ну, расскажите, пожалуйста, над какими проектами вы сейчас работаете? Ну, на проекте я работала над проектом «Трудности перевода юмора и игры слов» на примере сериала «Очень странные дела». И этот проект я защищала на этой конференции. Ну, это, наверное, очень актуально, потому что всегда кажется, что в каких-то комичных сериалах чего-то не хватает. Да. Угу. Мой проект был на тему этимологии и метамологии. Он раскрывал связи между названиями насекомых и их происхождениями. Угу. Ну, почему вы вообще решили заниматься научной деятельностью и участвовать в научных конференциях? Ну, мне предложила моя учительница, преподаватель Харбаева Анастасия Олимпиевна. Она мне отправила вот эту конференцию и сказала, можешь поучаствовать. И она мне помогала работать с этим проектом. Ну, очень рада, что такие преподаватели. А у вас как сложилась судьба? Ну, выбор темы проекта был очень интересный, поскольку я учусь в естественно-научном классе, а моя руководитель Алексеева Руслана Аркадьевна, она учитель русского языка. Из-за этого мы решили объединить наши темы и выбрать такую, которая объединяет и этимологию, и энтимологию. Очень интересно. Как проходит подготовка к выступлениям, насколько это сложно и как вам помогает в этом вот учебное заведение, то есть именно вот университетский лицей? Ну, подготовка проходила достаточно спокойно, и главное было не волноваться. И у нас в школе очень часто проходят разные конкурсы и вообще мероприятия, которые проводят сами ученики. Они сами их организуют, и поэтому у учащихся СУНС есть опыт в конкурсах. Ну, то есть сам факт обучения позволил вам уверенно себя чувствовать? Да. Вам тоже? Да, то же самое. Ну, а вот как рождается интерес? То есть понятно, что вы уже взрослые люди, и вам немножко проще, но наверняка ваша научная деятельность когда-то началась с детства. Вот что вас подтолкнуло вообще, что вы можете выступать и можете участвовать активно? Ну, до этого, честно скажу, что у меня не было опыта на участии в конференциях. И меня подтолкнул сам СУНС. И потому что тебя окружает большое количество людей, которые вкладывают свой вклад в науку, делают. И поэтому легче как-то становится на душе. Ну, то есть именно общество поддержало? Общество поддержало. Ну, я с детства занимаюсь конференциями, наукой где-то с начальных классов, так что это было довольно легко. И с учетом поддержки моих знакомых, моих друзей, моего руководителя, ей большое спасибо, я отважилась на участие в такой масштабной конференции. Но самое большое впечатление от конференции, и будете ли вы участвовать дальше? Конечно. Точно будете? А самое Да. большое впечатление? Самое большое впечатление — это, наверное, масштаб сам конференции, что он такой международная конференция. Международная именно, да? Да, она прям большая была. Нужны ли были какие-то специфические знания там, иностранных языков? Успели Да. с кем-то познакомиться? Да, потому что мы выступали на английском языке. На английском языке выступали.
Участвовало 11 стран и 6 регионов России. Ну, а что бы вы посоветовали тем, кто боится? Не бояться. Я думаю, что быть более уверенным в своем проекте, потому что, ну, стоит, мне кажется, подавать на разные конференции, конкурсы, потому что от этого ты ничего не потеряешь. Это будет ценный опыт. Да. А как выбрать тему? Ну, вот вам помогли руководители, но наверняка это было связано с вашими интересами. Вот как выбрать тему, которую стоит защищать? Ну, вот вы сериал как выбирали? По своим интересам или вам по, там, не знаю, опросу среди одноклассников? Ну, по своим интересам и то, что, ну, этот сериал достаточно актуальный, и недавно последний сезон вышел. Ну, то есть все-таки актуальная тема. А вы вот как столкнулись все-таки, ну, тема интересная, безусловно, но не часто встречающаяся? Ну, это мой личный интерес, мое хобби, скажем так. Я в свободное время занимаюсь изучением насекомых. Вот так вот. И остальным я бы посоветовала тоже искать что-то, что было бы интересно им самим, над чем им было бы интересно работать и на что бы они вкладывали душу. Когда планируете в следующем году, куда поступать, может быть, уже знаете? Наверное, в СУФУ. В следующем году я пока еще не думала. Думаю, что после экзаменов уже будет ясно. Но будет ли ваша будущая профессия связана вот с направлением изысканий? Да. У вас да, точно тоже. Да. Тогда это будут иностранные языки или филология? Иностранные языки. Иностранные языки. Да. Ну, спасибо большое, очень интересно. Очень интересно познакомиться было бы с вашими одноклассниками, раз они так хорошо на вас влияют. Ну и, конечно, желаем вам дальнейших успехов, успешного окончания уже 11 класса. Ну и, возможно, ждем уже каких-нибудь научных работников. Есть желание поблагодарить руководителей? Да. Я бы хотела сказать большое спасибо моей руководительнице и учительнице русского языка Алексеевой Руслане Аркадьевне. Она очень хорошо меня подготовила. И также я бы хотела сказать спасибо нашему директору. Это не было бы возможно без ее участия и желания помочь нам стать, ну, такими людьми, да? Да. Я бы тоже хотела поблагодарить своего преподавателя. Я уже ее упомянула. Харпаеву Анастасию Олимпиевну и моих учителей-предметников Дмитрия Дмитриевича Жиркова и Анну Валентиновну. Все, спасибо большое, девушки. Желаем вам успехов. Дорогие друзья, на этом завершаем наш эфир. Желаем вам всем хорошего дня, добиваться успеха всегда и во всем. Увидимся завтра.